Здравствуйте, меня зовут Никифорова Екатерина, я ученица 10 класса. Здравствуйте, меня зовут Ильина Анатолий, я ученик 10 класса. Наша тема– это разработка медицинского клея из натурального каучука. В медицине используются адгезивы постоянной липкости в качестве клеевых материалов для фиксации и герметизации на коже пациента, устройств медицинской техники, компонентов системы забора крови, мочеприемников, раневых покрытий и другие. Наша цель работы– это разработать состав клеевой композиции медицинского назначения на основе натурального каучука и освоить технологию ее получения. Вот наша задача. Компоненты клеевой композиции– это полимерная основа, натуральный каучук, канифоль, агент липкости, пчелиный воск и гидроколлоид пектин. Технология получения медицинского клея на вальц. При 120 градусов перемешиваем наш натуральный каучук, агент липкости, пчелиный воск. Понижаем эту температуру до 60 градусов и погружаем наш гидроколлоид пектин. Все это смешиваем, затем наш продукт ложим в нетканый материал. На данном слайде представлен состав клеевой композиции. Визуально клей представляет собой густую пастообразную массу светло-коричневого цвета с приятным запахом сосновой смолы. Потовые железы кожи постоянно выделяют немного пота, который покрывает кожу тонким слоем. Для увеличения срока эксплуатации пластырь клей должен обладать водопоглощающими свойствами. Испытуемые образцы погружают в дистиллированную воду, и в течение установленного периода времени масса воды, поглощенная каждым испытуемым образцом, определяет или вычисляет из разности между массой образца до и после испытания, выраженной в процентах по отношению к начальной массе. На данном слайде представлена схема обработки результатов. Экспериментальное значение водопоглощения составило 95,5%. В заключение, в ходе анализа литературы были выявлены основные компоненты медицинского клея, освоены технологии получения клеевой композиции и исследованы водообогащающие свойства. Спасибо за внимание.